Я думаю, как же я пойду, вообще мне даже страшно было. Ну, трудно найти напарника просто трудно такого. Да там просто отрыв, там такое счастье, ну. И это было, по-моему, дней 26, наверное, я не встречала людей. Я очень люблю у костра сидеть и медитировать, это такой отличный отдых. Ко мне было всегда такое предвзятое отношение. Ну, хорошо, называйте конюхом в юбке, если нравится. Итак, друзья, мы в подъезде. Я сейчас направляюсь к женщине-легенде, к Марине Галкиной. Между прочим, за ее плечами одиночные походы по Уссурийской тайге, по тундре Ямала, по Байкалу, Кавказу, Уралу, Якутии. Да мне кажется, вообще проще перечислить места, в которых она не была. Очень удивительная путешественница, и я надеюсь, что у нас получится хорошая душевная беседа. Присоединяйтесь. Получается, несколько дней назад вы вернулись из своего очередного похода. Он проходил по Венобатантайскому району, по красивейшему нашему Верхоянскому хребту. Вы преодолели на лыжах порядка, где-то 175 километров. Ну, примерно, да, столько. Вот когда вы возвращаетесь в цивилизацию обратно, когда вы преодолеваете такой большой маршрут, что вы чувствуете? С одной стороны, чувство победы возникает, чувство уверенности в себе, это да, это я переполняюсь, много энергии приходит, то есть я чувствую прям силу, чувствую радость, вот это все да. Но с другой стороны, конечно, немножко грустно, что уже маршрут закончен. А тут мне еще Вася не дал дойти до конца, я же хотела пройти все 200 километров, дойти до моих друзей, счастливых людей. Вот можете рассказать про Василия, его супругу? Да. Для тех, кто не знает, просто нас могут смотреть абсолютно разные ребята. Да, это очень вообще такая история удивительная. Когда я в 2019 году первый раз была в Верхоянском крае, на Верхоянский хребет пересекала, я знала, что в озере Лабалах водится большой голец. И я решила свой маршрут, у меня был линейный маршрут, просто пересечение хребта и сплав по реке Сабалох-Маян. И я решила сделать отклонение, там километров на 100, наверное, вот такое кольцо сделать, и зайти на озеро Лабалах, где ловится большой голец, чтобы его поймать. Я уже там маршрут интересный туда разработала по каньону. Но я люблю делать радиалки, не просто сплавляться, а еще на листе выходить где-то на недельку, там, делать кольцевые маршруты по пути. Вот. И когда я была в поселке Сыкырыр, я зашла в администрацию, встретила там Гаврила Гавриловича Горохова, и он мне сказал, что на Лабалах, а там рядом люди живут, на озере Дибалах, там рядом. Я думаю, интересно, люди живут, там охотник Федя, и там какая-то пара, ладно. И когда я все-таки, достигла этого озера Дибалах, оно соседнее с Лабалахом, встретила там охотника Федора, действительно, он говорит, пойдем вот туда, там вот у них все есть, у них будешь сейчас ночевать. И я прихожу, это пара глухонемых людей, причем они мне ровесники, то есть, там чуть больше 50 лет. И, Вася, он местный, родился здесь в тайге, мама якутка, отец ивен. А она русская женщина из Тулы, из-под Тулы. Она глухонемая, и он тоже. И Вася, он учился на слесаря под Тулой. Или в Туле, там был техникум. И вот там они познакомились, и в 1986 году. И вот уже у них свадьба, 30 лет. Ничего себе. Да. И он увез ее к себе. Он ее увез, они 3 года сначала жили в поселке, а потом он ее привез вот на эти озера, которые, примерно в 200 километрах от поселка. И ей там так понравилось, что она согласилась там остаться. Они там построили избушку, хозяйство у них, все, у них были олени. Она научилась, она отлично едет на олени, как мне рассказывали, в санях, и, может, и верхом ездила, не знаю. Научилась выделывать шкуры, шить меховую одежду, вот. И водить буран, у них сначала было стадо небольшое, а потом, им уже, когда трудно стало его содержать, они перегнали его, это же тоже целое путешествие, они перегнали его под Тикси, это север. Ничего себе. Хребта. Там живет Васина мама, поселок Найба. Найба или как, забыла. Недалеко от Тикси. В общем, где-то там рядом. Они туда, вот через все хребты, туда около 1000 километров. Вот они вдвоем туда кочевали. На оленях, с санями. Вот настоящие путешественники, да. Это они, когда еще молодые были. Вот, и там они, оленей оставили и купили себе снегоход. Поменяли, грубо говоря, оленей на снегоход.
И после этого все, они стали уже на буранах ездить. И Ирина тоже умеет водить буран очень хорошо. И вот я решила, я у них погостила летом и решила прийти к ним зимой, в зимнее время на лыжах. Я им сказала, я к вам приду в марте на лыжах. У меня вообще просто давно была мечта в такой лыжный поход, ну, в достаточно суровое время отправиться вот куда-нибудь там, в Хабаровский край, Якутия. И вот этот случай предоставился, и я решила дойти до них. Вот что и сделала на лыжах в марте. А как давно вы планировали? Получается, мечта была давно. Мечта давным-давно была, а я бы сказала, это ровно год назад. Они приезжали, они иногда тоже же приезжают в Тулу, к родственникам Ирины. Они приезжали вот в Москву, ко мне заходили в гости. И я им сказала, все, на будущий год. Через год я к вам приеду. Ждите. Мы договорились. Да, потом начался коронавирус, конечно, но сейчас почти кончился. И, в общем-то, я спрашивала Ирину, как ты не боишься? Она говорит, нет, не, приезжай. Это вообще удивительная история. Да. Насколько каждое путешествие у вас получается, оно украшено не только природой, но и людьми, которых вы встречаете там. Да, встречать людей вот в таких труднодоступных уголках, это тоже целое такое. А потом встречаться в Москве еще. Это же вообще. Причем вот когда мы ходили, я вот когда у них была вот в окрестностях озера Дибалах, я там с фотоаппаратом везде щелкаю, а это же была осень уже, ну конец августа, и там все было, все лиственницы такие желтые уже, тундра красная, ну просто яркий красный, я все вот так хожу, снимаю. А Ирина, когда с Василием они приезжали на Красную площадь, мы ходили, там была иллюминация, это было когда как раз Рождество, 7 января, и там Ирина везде нас выставляет, и везде вот эти кадры, ничего она тут снимает, потом вспомнила, я же там все время тайгу золотую снимала, а она вот Кремль и окрестности, ну и все московские улицы снимала. Классно. Для них же это тоже необычно. Ну, конечно. Получается, у вас была встреча с друзьями в этот раз? Да, получается, и с Федором еще. Федор, я еще про Федора не рассказала, это тоже такой удивительный человек. Он кем только и оленеводом был, и пожарным, и в речном флоте. Он ивен. Мой папа ивена, но он в детском доме воспитывался. У него родители умерли рано, и он 4 лет воспитывался в детдоме. Вот. А сейчас вот он живет там, ну, почти отшельником, ну, вот только рядом Ирина с Васей. Он очень такой, очень позитивный, очень оптимист человек такой. И он сейчас сочиняет песни, стихи, песни, поет. И я пришла, когда он мне тут же спел свои песни. С высоких гор Верхоянского хребта начинается республика Саха. Чистые озера, реки и леса сохранить нам надо на долгие века. Дал с собой целый набор, 7 своих песен, тщательно запаковал, чтобы я их донесла до людей, в интернет выложила. Вот, ну, в общем. И в этот раз он еще 2 новые песни сочинил, исполнил, да. Я их сейчас везу с собой, чтобы выложить в интернет. Ой, а вы можете тоже поделиться этими Могу, песнями? конечно. Здорово. Это для всех песни, как бы он ни от кого не скрывает. Наоборот, хочет, чтобы его песни прозвучали под аранжировку каких-нибудь музыкантов. Одну песню уже так и сделали. Музыкант нашелся в Геленджике, написал музыку, спел. Исах. Да, вот. Очень классно. Да, то есть просто какая-то вот такая история очень, ну, такая трогательная, романтичная. Да, действительно. Помимо людей, какими еще вы запомнили эти Верхоянские горы вот в этот раз? В этот раз мне запомнилась, конечно, зима, вот суровость зимы, потому что вот в такие морозы, честно говоря, никогда не ходила. Я выходила 6 марта, ну, я выходила 8, а 6 еще было 50 градусов, и когда я просто выходила из дома на улицу, вот в поселке Сакыры, ну, я только вот прилетела, на следующий день выхожу, и у меня просто дыхание перехватывало, ну, то есть я еще совсем не акклиматизировалась, я надела на себя все, и у меня все равно как-то холод проникает, это утром еще было, ну, достаточно холодно, все в инее, как бы, я думаю, как же я пойду, вообще мне даже страшно было, вот, ну, я один день отдыхала, и один день я сразу пошла на как бы климатизационный выход разведочный, лыжи не скользят, ну красота, меня сразила красота, я сразу все забыла, все деревья облеплены снегом, яркое солнце, и все деревья, они вот в опушении снега,
Очень красиво это все смотрится. Я с удовольствием погуляла. И меня потрясло, как быстро изменилась погода. Буквально за одну ночь вот это поменялось. И это я уже была на маршруте, и я очень рада, что я вышла еще в ту погоду, когда было безветрие и мороз, и увидела вот эту тайгу, лиственницы, облепленные снегом. То есть насколько разная вот эта вот тайга. Насколько белый по-разному, да, смотрится, вообще столько оттенков у него. Да, да, да. Не зря же у народов северных слово «снег» вообще абсолютно разные переводы бывают, в зависимости от дня, от времени года. Удивительно. Да, потом я никогда не видела наледи зимой, я их видела только летом. И как вот они сейчас выглядят, и то, что вот под ним, ну, опасно можно провалиться на снегоходе. Вот. Как в такой мороз, они все равно трещат, и у них бывает, вот, выливается прям вода, то есть в такой мороз, а все равно бывает ну, вот это вот не замерзшая еще вода. Что еще меня поразило? В этот раз мне же еще удалось побывать в стаде вот, зимой, и девочки, там дочка оленевода и там ее подруга, они меня катали на оленей упряжке и на верховом олене тоже. Да, ну вот это для меня тоже было такое. Получилось у вас? Ну я не с первого раза на него села, у меня нет такой растяжки, вот, а на него нельзя, как на лошадь, там совсем нету стремян нету в седле. Было трудно, и я залезла только с саней. То есть с земли я не смогла на оленя залезть. Ну там еще наледь была. Ну, и они же вот еще этот шест, там же надо опираться шестом, и шест скользил. Ну, с саней получилось. Вот, но я долго не смогла ехать, тяжело держать равновесие. Я тоже пробовала, и причем рядом со мной бежали ребятки, которым 5-7 лет, и они так вообще, ну они с детства, естественно, это делают. У них это они навык, так конечно. ловко, прям как на лошадке, а я там, грубо говоря, 10 метров, и уже бочком упала. Я тоже недолго проехала, но я слезла, ну просто тяжело с непривычки, да. Но все равно вот это вот ощущение, что ты вот близко с оленем, вот он такой, это очень приятно. Я вообще люблю в стаде бывать, и вот этот перезвон, стук вот этих их косточек, да, вот у них такой очень характерный, мелодичный, вот этот перелив звуковой, когда стадо идет. Якутские лошади зимой я их тоже не видела, тут вот посмотрела на них, полюбовалась. Так что впечатление, конечно, море. Я спрошу, наверное, самый популярный вопрос, который у вас спрашивают все, но мне действительно очень интересно. Почему вы путешествуете одна? Не страшно ли это? Ну, я не только одна путешествую. Вот просто в последнее время у меня появилась возможность путешествовать больше, чем раньше. И я отправляюсь вот в путешествие при любой своей возможности. А друзья мои, ну, не всегда могут, ну, такой большой. Во-первых, это длительный срок. Во-вторых, это большие, ну, дорогостоящие все-таки путешествия. Здесь на 2 самолетах лететь. То есть, ну просто из-за того, что не могут настолько так далеко пойти на такой длительный срок, вот так вот. Ну как бы, бы с кем я не пойду, мне же нужно, чтобы напарник тоже был, ну, достаточно физически там подготовленный и там выносливым, какие-то, ну, у него были навыки. Ну, трудно найти напарника просто, вот просто трудно такого. А у вас бывают какие-то личные рекорды? Просто до этого я разговаривала с Сергеем Карпухиным, и у него есть личный рекорд, он порядка 40 дней шел один, не встречал человека. Вот вы какие-то такие временные отрезки отмеряете? Я отмеряла, да. У меня самый длинный, наверное, был, я не помню, с Вовкой Васильевым, когда мы пересекали плато Патараны, я точно помню, мы ровно месяц не встречали людей, мы вдвоем вот были, потом геологов встретили. А я одна была, у меня рекорд, наверное, вот когда я пересекала хребет Сунтар-Хаита с Колымской трассы до Охотского моря, сплавлялась по Дюльке Охотской, потом по Ахате, и вот уже только на Ахате я встретила инспекторов на лодке. И это было, по-моему, дней 26, наверное, я не встречала людей. 20. Потому что я до этого оленевода встречала еще на Сунтаре. Да, 26 дней вот так примерно. Ну, такой, наверное, рекорд. А когда идешь один, вот 26 дней подряд, какие вообще мысли в голове? О чем вы думаете, когда вы идете? Да там просто отрыв, там такое счастье, ну, я не знаю. Я думаю, и не только, приходят на самом деле иногда мысли очень интересные о
Ну вот о моих близких родственниках, там бабушки, дедушки, которые уже умерли, да, ну и вот я в путешествии с ними чаще общаюсь, чем вот, ну как-то вот они приходят в голову, вспоминаешь о них, ну все это очень так позитивно. Ну и просто мысли приходят вообще какие-то философские открытия. Я даже вот сейчас даже не объяснишь и не скажешь. Вот у меня на Чукотке так было, просто вот смысл жизни, все понятно вообще, вот какое-то озарение. Ну и вообще просто приятно наедине с природой. Ну просто хорошо, не знаю, как-то. Ну а так о чем угодно можно думать. И песни приходят в голову, и там вспоминаешь какие-то прочитанные книги, еще что-то, какие-то встречи с друзьями, какие-то приходят. Это разное, так и не скажешь. Четко что. Ну, у вас же, получается, никакой электроники, музыка с собой, там ничего никакая такого, музыка, нет, только звуки пение птиц. природы, пение птиц, какая музыка? Не, музыка в душе может играть, все равно своя, но у меня играет какая-то, ну, сродни с природной музыкой, классическая музыка, конечно, вот она ближе всего к природной, мне кажется. Вы можете вспомнить свой первый поход? Или это уже было глубоко в детстве? Первый поход? Ну, конечно, это было давно, там, в 5 классе, я помню. У меня просто родители не ходили в походы, а я всегда хотела в лес. И я помню, что первый поход у нас учительница параллельного класса по русскому языку, вот она взяла из нашего класса 3 людей тоже в поход. И меня я очень хотела. Мы пошли на след туристов, дней 10 шли, наверное, по Подмосковью с рюкзаками. Я помню, у меня там у каждого человека было 5 банок сгущенки и 5 банок тушенки. А может быть, только 5. Ну, в общем, рюкзак был тяжелый. У нас тогда не было спальных мешков. Мы брали одеяло или плед. Куртки у нас были, взяли с собой теплые куртки. Это было начало июня. И я помню, что вот мы брезентовые палатки у нас были. На палатке мальчики несли. Мы ставили палатку, стелили, вот мы вдвоем с девчонкой, значит, стелили, например, ее одеяло на землю, ложились в куртках, потому что холодно было от земли. И накрывались вторым одеялом, мы вдвоем накрывались. И вот так спали. Нормально, да. А потом вот мы пришли на слет, там были соревнования, и в прощальный вечер мы всю оставшуюся сгущенку варили. У нас ведра были вместо котелков, у нас был большой отряд туристов. Ну, мне очень понравился этот поход, хотя помню, что было очень тяжело нести рюкзак, тяжелый был. А когда вы заболели путешествиями? Путешествиями? Ну, не знаю, наверное, с детства мне всегда хотелось. Я когда видела, я лето проводила в деревне, за городом, и я всегда любила уходить в лес и вот находить какие-то новые места. Ну, то есть знать, что вокруг меня находится. Я видела, когда горизонт, меня к горизонту увлекло, и посмотреть, что там за ним. То есть я вот с детства помню эту тягу. А как вы отдыхаете? Вот, потому что для многих путешествие ассоциируется с отдыхом. Вот люди любят поехать там на море, полежать, отдохнуть. Для вас путешествие – это, наверное, смысл жизни, что-то большее, чем просто отдых. Ну, может, и отдых тоже. Я очень люблю у костра сидеть и медитировать. Это такой отличный отдых. Или на речку смотреть, как она мимо течет. Или просто вот так. Я очень люблю птиц слушать весной. Так я отдыхаю. Здорово. А вы чувствуете, что птицы по-разному в разных местах звучат? Конечно. Слышу даже их оттенки. Там, я знаю, как поют дрозды у нас в средней полосе, там в одной стороне черные дрозды, в другом месте они по-другому поют. Певчие дрозды по-разному поют. Просто есть определенная категория людей, которые считают, что тайга да тайга, что в нее ходить, она одинаковая везде. И тундра то же самое. Ну, вот я категорически не согласна, мне кажется, каждое место имеет свой оттенок и свой голос животных. Ну да, так. Вы, мне кажется, вообще были практически везде. Я просто мечтаю побывать хотя бы в 10% тех мест, в которых были вы, потому что это действительно труднодоступные, настолько интересные места. Вот ваше самое любимое место? Наверное, мне все-таки Чукотка. Вот очень она мне нравится, Чукотка. Хотя там вот нет деревьев, там по деревьям скучаешь, поэтому я, наверное, к Чукотке добавлю вот эти места. Вот Сунтар-Хаита хребет, и вот Верхоянск я сейчас полюбила. Вот эти места, где есть и горная тундра, и деревья, и горы. Вот такие места мне очень нравятся. А Якутия, она какая для вас?
Ну, вот она мне очень нравится, это же Верхоянский Сунтархейта. То есть это место, где есть все. И горная тундра, и там каньоны, и наледи, и острые хребты там альпийского типа, и рыбалка, и оленеводы. Вообще рай. Вас очень часто называют конюхом в юбке. Я вот в интернете слышала, читала. Да, с легкой руки моей подруги начали меня так называть. Вам нравится такое сравнение? Да нормально, я к любым сравнениям, я лояльно отношусь к любым этим кличкам там. Ну, хорошо, называйте конюхом в юбке, если нравится. Я почему спрашиваю? Потому что я недавно родила, до этого я тоже очень много путешествовала, и меня постоянно спрашивали: у вас есть семья, у вас есть дети? Когда я говорила, что у меня нет детей, говорили: ну ничего, родишь, осядешь. Вот у вас есть семья, у вас есть сын. Как вам удалось сохранить вот этот авантюристский дух, путешествовать и при этом быть мамой, быть женой? Ну, не знаю, как-то удалось, видимо. Ну, когда сын был маленький, да, я гораздо меньше путешествовала. Летом мы ходили с ним в походы, и, ну, не только с ним, я водила группы детские, мы в лагерях работали. Ну, да, я помню период был, когда я еще маленький был, Сережка, я читала книги о путешествиях, и я прям думала: ох, ну когда же, у меня прям план, вот сюда надо сходить, сюда. И у меня как бы накапливался вот этот потенциал, что когда я смогу, я все снова пойду. И вот когда Сережка там, ну, сын вырос, я вот сейчас реализую те как бы накопленные мечты, накопленные вот эти вот пожелания. И поэтому сейчас вот и хожу. Ну, как сохранила то, что... Ну, не знаю, все-таки, да, у женщины предназначение все-таки, чтобы дети были. И это же тоже надо было реализовать, естественно. И поэтому вот в тот жизненный период, когда я была необходима своему сыну, я была мамой больше, чем путешественницей. А сейчас я больше путешественница. Наверное, первое время, когда вы путешествовали, было такое отношение: да, женщина, что она может, куда она пошла, или вот не было такого предвзятого? Да ко мне было всегда такое предвзятое отношение. Я помню, меня не взяли на кафедру зоологии позвоночных, потому что это не женское дело. Там как-то я пришла в турклуб, и тоже там куда-то меня в поход не взяли. Потому что, ну, лучше мальчиков брать, чем девочек. Нет, есть такие отношения, конечно. Ну, понятно, что в общей массе, конечно, мужчина более там приспособлен для путешествий, первопрохождений и так далее. Ну, здесь я, наверное, немножко необычная, потому что у меня вот такой склад характера и есть. Ну, вы любому мужчине фору дадите. Ну, нельзя так говорить. Почему? Все-таки в чем-то мужчина все равно сильнее, понятно. А природа-то она одна, одинаковая, она такие же требования, что к мужчине, что к женщине предъявляет. Нет, но у меня больше какая-то выносливость, у меня опыт, конечно, есть. Ну, какие-то действия, конечно, мужчине проще делать, там, дрова нарубить. Мне, например, вот сейчас вот тяжело было. Я уставала под вечер, конечно, на морозе весь день идешь, а потом же надо еще... Ну, ладно, палатку поставила, а потом еще надо напилить, нарубить, наколоть дров. Это все-таки тяжело, конечно. Как вы относитесь к феминисткам? Можете ли вы себя такой назвать? Нет, я отрицательно отношусь к феминисткам, потому что я не считаю, что... Ну, просто у меня такой характер, да, мне даже иногда стыдно, что я там что-то, может, плохо дома приготовлю, не такой уют наведу. Я считаю, что, конечно, женщина должна вот наводить уют, там какой-то создавать, ну, в семье, там, готовить, что-то такое. Ну, я не очень люблю вести домашнее хозяйство, у меня бывает, конечно, может быть, там не такой... Уют. Уют в душе, я считаю так. А у вас есть хобби? Ну, у меня спортивные интересы, я же ориентированием занимаюсь, не знаю, хобби это назвать или не хобби.
Мне иногда нравится конструировать что-то, вот там новый тип палатки, там вот, смеялись надо мной, я там чум делала какой-то под палатку, там шила. Ну, мне это интересно, какие-то смоделировать новые вещи. А вы бы хотели сами переехать на север? Я бы хотела, если бы была здесь и семья там моя, ну, как бы вот так сложилась жизнь у меня. Я живу в Москве, там все мои друзья, родственники. А так я бы с удовольствием, да. Если бы здесь можно было жить мне не одной, а с семьей, то я бы согласилась, да. Ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, какие ваши ближайшие цели, планы? Вот куда вы хотите в ближайшее время сходить, увидеть? Собиралась я пойти на Таймыр этим летом. Посмотрим, что получится. Я надеюсь, у вас все получится. Большое спасибо вам за такое интересное интервью. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Я вас призываю, если вы еще не подписаны на Марину Галкину, обязательно подписывайтесь. Вот здесь вот будет ее канал. Ну и, собственно, пишите ваши вопросы, пишите ваши впечатления от нашей беседы. И, наверное, самое главное, путешествуйте больше, да? Общайтесь с природой. Все, всем пока. До свидания.